попросили на площадке Общественной палаты организовать диалог между властью и представителями общества. Такой же разговор шел в отношении и лидеров оппозиционных партий и движений. Мы написали письмо президенту. Аслан Георгиевич незамедлительно среагировал, дал согласие на встречу. И вот сегодня первая встреча такая состоится здесь, в администрации. Я думаю, что присутствуют здесь представители общественности. Я думаю, что эти встречи продолжат свое продолжение, и представители оппозиционных партий также получат возможность для того, чтобы участвовать в этом диалоге. Мы не полагаем, что на этой встрече или на будущих встречах будет обсуждаться какой-то узкий круг вопросов, может быть, временно, какое-то время возникшие. У нас есть масса проблем, об этом и президент говорил неоднократно, которые следует обсудить с представителями общественности. Нам нужно добиться того, чтобы вот это общественное согласие, о котором мы постоянно говорим, чтобы оно в конце концов состоялось. Мы не можем жить в условиях постоянных дрязг, в условиях постоянного противостояния, в условиях, когда вместо нормальной, созидательной работы мы должны отвлекаться на какие-то вызовы. Мы должны мобилизовать все силы для того, чтобы решать те кардинальные вопросы, которые стоят перед государством. Мы не можем делиться на своих и чужих. Мы не можем делиться на оппозицию и власть. Мы не можем делиться на тех общественных деятелей, которые являются патриотами, а другие не патриоты. У нас, собственно, все патриоты. Подход, конечно, разный к решению вопросов, но мы должны суметь преодолеть себя и суметь найти что-то общее, которое нас объединяет. Объединяет нас многое. Это наша любовь к нашей Родине, прежде всего, которая у нас одна, и которой мы должны все служить. Не препятствовать решению вопросов каких-то, которые предстоит решить, предположим, а вместе участвовать в разрешении этих вопросов. Я не знаю, мы не определяли повестку сегодняшней встречи. Я не знаю, какие вопросы будут подняты, но среди них один вопрос, это, конечно, совершенно очевидный. Это вопрос ратификации соглашения, правительственного соглашения между Россией и Абхазией о передаче государственной дачи Пицунде. Но в письме, с которым вы знакомы, с этим письмом, представители общественности ставят вопросы шире. И это правильно, я думаю. Они ставят вопросы о других, там, правда, не названы, но они говорят, что власть, я буквально приближенно к тексту хочу сказать, власть, решая те или иные вопросы, важнейшие вопросы государства, должна, как они считают, советоваться с общественностью, вырабатывать общий какой-то курс. В какой-то мере я согласен с этим. Мы в Общественной палате тоже считаем, что так должно быть. Вот это и есть тот диалог. Конечно, президент, правительство, властные структуры, органы власти и управления наделены конституционными правами и обязанностями. Если у нас действуют законы, и в соответствии с ними должны все действовать. Поэтому речь не идет о том, чтобы вторгаться в конституционные обязанности должностных лиц, а речь идет о том, что если мы можем все вместе внести какой-то вклад в общее дело, то я думаю, что пренебрегать этим не следует. Очень хорошо, что, Аслан Георгиевич, вы проявили и сами инициативу, и вот эту встречу здесь организовали.